Прывітанне. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Я журналіст Радыё Свабода. Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Пасля гвалту першых трох паслявыбарных дзён і выгнання з краіны Святланы Ціханаўскай настае перадышка. У дзень 12 жніўня 200 беларусак выйшлі ў белым адзенні з кветкамі ў руках да камароўскага рынку ў Менску і сталі ў ланцуг. Мы патрабуем правільнага падліку галасоў, кажуць удзельніцы акцыі. Іх вітаюць сігналамі машыны, якія едуць міма. Да іх пачалі далучацца жанчыны з іншых гарадоў. Іх ніхто не разганяе. Адна з ініцыятарак гэтай акцыі на Камароўцы успамінае, як гэта было. Возможно, и правда есть какой-то коллективный разум, а возможно, просто женщины Беларуси настолько крутые, уникальные, умные и талантливые, что ко всем гениям к ним единовременно приходят одинаковые идеи. И так практически в одно и то же время в нескольких городах начались мирные акции протеста среди женщин. Они все вышли в белых одеждах, они все вышли с плакатами, с юмором, с добром, с миром. Силовики работают по методичке, и у них есть возможность реагировать на любую силу, кроме силы любви. Сила любви их парализует. Это очень забавно за этим наблюдать, как женщины стали самым сильным оружием среди вообще всех возможных инструментов. Сила мирного протеста в том, что она выводит на улицы тех, кто был аполитичен и очень боялся долгое время. Чаму жаночыя акцыі не разганялі бег пратэсты папярэдніх дзён? Што змянілася ў тактыцы ўладаў? Сваю версію прадстаўляе былы сілавік Александр Азараў, які цяпер узначальвае байпол. Дело в том, что после жесткого разгона в первый день людей вышло еще больше от возмущения, каким образом разгоняли предыдущих. А там избивали детей, и вышли их родители, да, знакомые. И поэтому они увидели, что чем больше они бьют, тем больше людей выходит. И, видимо, приняли решение на либерализацию. То есть они выпустили задержанных с Окрестина, как-то, чтобы, возможно, успокоить народ и все, чтобы они подумали, ну, все, хватит. Но им этого не удалось. Пасля таго, як жаночыя акцыі адбыліся мірна і ніхто іх не разагнаў, на пратэсты пачало выходзіць усё больш людзей. І нейкі час сілавікі даюць гэтым акцыям адбывацца і устрымліваюцца ад гвалту. Просто такой ход. Я знаю, что даже когда разгоняли акции протеста, в том же Губопике, к примеру, шла колонна и сразу шла команда по радиостанциям по всему городу. Так, все, там разгоняем их, там задерживаем, перекрываем. Но когда увидели, что колонна становилась слишком большой, сразу поступала команда «Отбой». Не трогать эту колонну, потому что она слишком большая. Милиция действует по планам. Эти планы они пишут, они, в принципе, одинаковые на каждой акции протеста. Ну, вы видели, что акции протеста, если они были большие, то их не трогали, пока они не начинают расходиться. А когда расходятся, тогда уже задержат одиночных людей, которые не могут оказать сопротивление соответствующего. 12 жніўня больш за 200 медыкаў выйшлі ў Менску на акцыю «Медыкі з народам». Яны пратэставалі супраць гвалту міліцыі і супраць выкарыстання машын хуткай дапамогі для дастаўкі супрацоўнікаў міліцыі на месцы пратэсту. Очень серьезные поступают ранения. Применяется спецтехника, с которой вообще врачи раньше знакомы не были. Это не протест, это акция за мир. За то, чтобы дали возможность медикам помогать раненым. Чтобы не было такого, что в скорых катается ОМОН. Отчаянный шаг государства доставляет своих военнослужащих на места протестов на скорых помощи. Это просто отвратительный шаг. Просто лицемерный какой-то и бесчестный максимально. Я врач, мне 75 год, а я працую. Врач-патологоанатом, до речі. Ну что ж, я не могу глядеть на это безумие.
Домой пришел и буду приходить, поколь не убьет. Узрушанымі і шакаванымі ад убачанага былі не толькі медыкі, але і самі сілавікі, некаторыя. Следчы Андрэй Астаповіч асабіста выязджаў на месцы падзеяў і ўсё бачыў на ўласныя вочы. В субботу я заступил на суточное дежурство, и я по всему району партизанскому выбываю как следователь на любое место происшествия. Насколько я помню, я приехал на первое, где машина была разбита, по-моему, Audi белая или Mercedes, и в ней были выбиты стекла, на капоте, почему белая, на капоте кровь. Я потом приезжают родители на штрафстоянку, говорят, на штрафстоянку привезли машину с разбитыми стеклами, но с целыми колесами. Я осматриваю, все колеса спущены, в них видно по несколько ножевых проколов. Они говорят, проколов не было вчера на штрафстоянке, то есть уже на арестованную машину пришли и прокололи на штрафстоянке колеса. Помогите, разберитесь. Я узнаю, что у них сын в больнице там со сломанной ногой или рукой. Приезжает представитель САМОНа с Главного управления внутренних дел по городу Минску. Говорит, я от генерала такого-то, и мне поручено решить вопрос с потерпевшими. Ну и они начинают, типа, не пишите заявление, мы там восстановим колеса и стекла даже восстановим за свой счет, так далее, так далее. Это было первое. Второе было с сорвавшимся, которому дубинку в рот сунули, молодым парнем, у которого мать потом впоследствии там погибла от нервного срыва или что-то такое там многодетное. И который повторял, что меня заставляли петь гимн ОМОНа. Ну, то есть надо было ездить, опрашивать его в больницу, а он там в шоковом состоянии. Это вообще разбивает сильно. То ли что-то еще было, то ли этого хватило, я не помню. Я пришел уже после вызова, как вернулся с последнего. Там часов 7 вечера снял пистолет, положил в обойму и сказал, все, я ни на один выезд не поеду, но благо больше не было их. Ну и все, я снял этот и начал писать рапорт, и все, со злости там писал всю ночь рапорт. Потом отключение сети в 2 часа ночи общее, и рапорт не сохранился, я потом его писал заново до 6 утра. Написал, сменился, оставил пистолет, все положил на рабочем столе в своем уже кабинете, и все. І ў сілавікоў рыторыка пачала нечакана змяняцца. Пасля загадаў біць усё, што рухаецца, і наводзіць паўсюдны страх, яны пачалі хвалявацца, што кагосьці маглі пабіць без прычыны. Вось эпізод размовы сілавікоў пра відэа, дзе паказанае збіццё чалавека. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць шмат што ў іхных дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар. А вы разобрались в видео? Там есть какие-то наши косяки или нет? Кого-то избили, блядь. Что-то это подтверждается, не подтверждается, либо это вырвано из контекста. Это реальный человек, которого задерживали или что? Размаўляюць Віталь Казлоў, першы намеснік начальніка управлення ўнутраных спраў Менаблвыканкама і супрацоўнік Міністэрства ўнутраных справаў, чья особа пакуль не высветленная. Задерживали, реально человек, который задержан, только они не сняли этот момент, откуда его гнали, только кусок, который его выпили, и все. А его выпили? Ну, когда вот это по этому видео. А что он делал, блядь? За что его задерживали? А его гнали с площади там догоняли. А он что на площади сделал, чтобы его гнать? Ну, всех туда ж под замес подпускали. Блядь, ну ты так не пиздани нахуй, что всех... Не-не. Ну, он что-то должен был сделать, блядь, если к нему уже специальные средства применяли. Он установлено это лицо? Не установлено. В том-то и дело. И генерал сказал не устанавливать. Наступныя дні па ўсёй краіне адбываюцца акцыі супраць гвалту. Удзельнікаў ніхто не чапае. Па цэнтры Менску праходзіць калёна рабочых МТЗ і іншых заводаў. Без дазволу, без міліцыі, без гвалту.
Як выявілася, 12 жніўня сілавікам загадалі спыніць гвалт. Сярод іх саміх пачаліся сумневы ў слушнасці ранейшай тактыкі. Начальнік управлення па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі, гуусмен гарвыканкама палкоўнік міліцыі Александр Сазонаў размаўляе со сваімі падначаленымі. Белорус, вот смотрите по этим всем акциям, они радостны, как на 1 мая, блядь. С флажочками, блядь, шариками, одетые, губки красненькие накрашены, в белых платьях. Это что, блядь, вот эти, как говорили, там наркоманы там и вот этот отброски на шоу? Нет, это те люди, которые, я знаю просто таких людей, простых даже своего дома милиционеров, которые вышли против насилия. Да, просто, понимаете, неправильно, я считаю, вот, что было сделано то, что стали пиздить людей. И да, абсолютно. Товарищ полковник, прекрасно, не умеет работать. Мы всю жизнь брали алмаз. Вот они умеют работать. А ОМОН только подойти, въебать в спину с ноги и поржать. Все. После 12 числа, как было сказано, когда перестали там всех бить и крушить, да, после 12 числа, когда прекратили применять силу, перешли немного в другую тактику. Таким образом поступили. И с 12 числа пошла команда насилие не применять вообще. Милиционеры будут пиздить, пока не убьют. Ну, убить нельзя, не допустить, но потом только применять силу. Вот сейчас пошла такая установка. Товарищ полковник, секунду. Их больше. Их больше, а не государство. Их больше. У 2020 годзе ў Беларусі ўзнікла сітуацыя, з якой да таго часу сілавікі не сутыкаліся. Адгэтуль разгубленасць у іх рашэннях і дзеяннях. Усё выпрацоўвалася на хаду. Реакции были спонтанные. Видя всю предвыборную кампанию, все, что как происходило, и что они сами привели к этим массовым мероприятиям, к недовольству людей, как они привели, ничего там продуманного нигде не было. Был и следчий Андрей Остапович. Без какого-то либо плана, может быть, кто-то думал это, какая-то часть думала, что все, хана, по-моему, пора сдаваться. Кто-то действительно считал, что, или подсказали им, что надо снять этот конфликт, немного поумерить пыл. Кто-то просто увидел женщин и думает, как их бить, этих женщин, или еще что-то. Сомневаюсь, что там был прям гениальный какой-то план, они действовали вот по факту того, что есть. Потому что они постоянно сталкивались с новыми вызовами. И все это предусмотреть, спланировать невозможно. Я думаю, что они готовились к выборам. Они думали, может, будет как в 2010-м. Я думаю, скорее что-то в таком плане. Но я уверен на 100%, что они не ожидали, что произойдет такой ажиотаж. То есть они, видимо, действовали так же, как в 2010-м. За ночь мы сейчас всех отлупим, все разбегутся и больше никто не выйдет. Они не ожидали, что начнется в понедельник, вторник, среда, что люди будут выходить все больше и больше, что начнется не только в Минске, а начнется по всем городам. Этого они точно не ожидали. Они все силы стянули в Минск, а в других городах у них там непонятно, что происходило. У нядзелю 16 жніўня на плошчы Незалежнасці упершыню пасля выбараў з'яўляецца сам Лукашенко. Там ён арганізаваў мітынг у сваю падтрымку. Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Говорят, проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах. Так кто? Вы ее породили, эту жестокость. Я ее породил. Власть, она нам не нужна была. Надо было остановить их. Если бы не остановили, вас бы здесь не было. На мітынгу прысутнічалі некалькі дзесяткаў тысяч чалавек, якіх звозілі аўтобусамі з усёй краіны. Але нават гэта не застрахавала ад збояў. Супраць сістэмы выступіў нават прыхільнік Лукашэнкі, былы афганец і трэнер адзінаборстваў Евген Добротворскі. Главная проблема, главный позор – это тем, кто подсчитывал голоса таким образом. Кто лизнул задницу. Этого делать было нельзя. Даже если Лукашенко выиграл, это не 80%. Нельзя было плевать в лицо белорусскому народу. И эти же больницы, которые пристроились, они сделали это против Лукашенко. Это люди, которые его предали. Те, которые подсчитывали эти левые голоса. Это люди, которые его подставили. Это была спроба зладить свой антимайдан. Показать, что
Таксама шмат людзей. Лічыць былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў. Лічбы, якія там у праекце, колькі там людзей павінна было сабрацца, там таксама лічылі, што будзе са 100 000. Але такой колькасці не было, пры тым, што гэта была цэлая лагістычная аперацыя, людзей прывозілі. Ну, конечно, там нехта прыйшоў і сам, але вялікая колькасць аўтобусаў з кожнай вобласці Беларусі арганізавана, прыехалі, прывезлі і сашлі. І ўсё роўна не было гэтых прыхільнікаў Лукашэнкі так шмат, як сабралося людзей на стэле ў той самы дзень праз фактычна гадзіну. Такіх масавых акцыяў, як 16 жніўня, Беларусь не бачыла за ўсю сваю гісторыю. Людская рака, сотні тысяч чалавек, запаўняе вуліцы і праспекты Менску. Над усім гэтым лунаюць тысячы бел-чырвона-белых сцягоў, якія сталі сімвалам пратэсту. Пануе эўфарыя. Адвагі людзям надало тое, што абсалютна ніхто іх не чапаў. Гэта была прадуманая тактыка, і вось нават тое, што зараз публікуюць тыя самыя кіберпартызаны, злівы размоў, яны паказваюць, што на некалькі дзён, фактычна на тыдзень вырашылі сітуацыю адпусціць, каб прынамсі злосць з людзей выйшла, каб яны не пачалі сапраўды сур'ёзныя сутычкі з міліцыяй і іншымі сілавікамі. Але гэта адсутнасць, так бы мовіць, сілавікоў, яна выклікала тое, што на першы суботні нядзельны марш выйшла рэкордная колькасць асобаў. Пратэст з удзелам сотняў тысяч людзей быў выключна мірным. Сілавікі назіраюць за падзеямі и не вмешиваются в их. Я такой первый раз, во-первых, увидел. Былы следчы Андрей Остапович был одним из удзельников гістарычнага маршу. Были коллеги, с которыми я говорил, ты потерял, я не знаю, ты такого исторического момента никогда не застанешь, ты потерял такое, что ты это не увидишь, не прочувствуешь. Было такое, и были коллеги, которых я там встретил вместе с собой, которые меня узнали, сами подходили, сами здоровались. И тихарей мы заметили. Вот мы коллегами сидели, но мы тихарей заметили, видели, которые там стояли там, и так далее. И был огромный соблазн крикнуть «Тихари, мочи их!» Там так хотелось это крикнуть, 3 стояло, чтобы их там вмесили. Но я еще на тот момент все-таки типа сотрудником являлся, нельзя было. Па ўдзельнікаў акцыі няма яснага пляну. Што будзе далей? Ніхто не ведае, куды ісці і што рабіць. Сілавікі за ўсім назіраюць збоку и не робят никаких деяний. Милиция не могла справиться, потому что против такой массы уже реально физических сил не хватало. Кажа былы начальник Володарки Олег Алкаев. Оружие применять нельзя, а масса свое дело сделает. И тогда конфликт перешел бы уже в стадию, в активную такую. И вот эта неделя, да, такая, она была ступором для власти. Потихонечку, они потихонечку начали, они сразу начали агрессию. Там были случаи, когда вообще милиции не было на улице. Вот и когда почувствовали, ну, интуитивно, понятно, в толпе было много осведомителей, всяких настроений толпы передавали, что когда поняли, что никто никого никуда не призывает, там никакого свержения не будет, сносить там заборы, сносить ограждения, захватывать дворцы, ну как вот, допустим, в Алмате было, никто ж ничего не сделал. Правда, подходили на Володарку, что-то там окружили, там ее потребовали, ну, захватить Володарку дело непростое, там очень много оружия, и там осаду могут, как Брестская крепость, могут там неделями держать. Поэтому, ну, постояли и ушли, но никто им двери не открыл. Працягвае тэму былы следчы Андрей Остапович.
Я думаю, проработали стратегию, потому что они видели. Каждый день избивая, особенно когда вечером отлавливают понедельника, во вторник выходит еще больше. Во вторник пытаются по дворам бегать. Мне очень понравилась тактика, там даже на нехто озвученная, собираемся у себя во дворах. Силы распределены, не надо там на Немигу всех созвал, допустим, половину личного состава созвал на Немигу, они за ночь поработали, расстреляли в одну толкучку эти боеприпасы, меньше расходуются, бегать не надо ни за кем, покалеченных увезли, на следующий день собрал, рано или поздно закончится. А вот по районам это надо распределить, уже полсостава ты не задействуешь, задействуешь весь личный состав. Поражающая мощь, она, боеприпасы расходуются, они разлетаются, много мимо идет. Бензин по всему городу, приедь с Пушкинской, потом на Каменку, потом там на Серебрянку и так далее, этим автобусом поезди, покатайся. Бензина много тратится. Ну а самое основное к среде я лично видел, что они уже за собой, выбегая с автобусов, это вот когда подстрелили друга моего знакомого в ногу, то у них эти щиты уже болтались по земле, волотились, потому что одна и та же смена третьи сутки подряд. Это первый фактор, они не могли уже физически выдерживать такие нагрузки столько дней подряд, а второе, что наоборот валом все больше людей выходило. И они понимали, что надо что-то делать, чтобы людей выходило меньше. Дать выгулиться, люди сами по себе точно так же устанут. И что произошло по факту? Разошлись, там палатки никто не разбивал, на площади никто не оставался. Посмотрели на это и потом потихоньку самых активных, что они на видео, скажем так, всех записывали, вычисляли, самых активных в чатах вычисляли и тихонько днем ездили в будние дни, потихоньку активистов задерживали. Это все транслировалось постоянно в телеграм-каналах, запугивание, остальные начали задумываться, кому есть что терять, кто-то начал уезжать, кто понял, что сильно накосячил, хотя я это так не назвал, кто сильно выступал, и, конечно же, это постепенно сошло на нет. Пад вечар людзі разыходзяцца па дамах, а заўтра Лукашенко паспрабуе перахапіць ініцыятыву. Але пра гэта у наступнай частцы нашага падкасту. У падкасці выкарыстаныя запісы тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы кіберпартызаны і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрый Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Зміцер Волошкін, кансультант Глен Кейтс.